После того, как Гарри Поттер пополам с Властелином колец обнесли кинотеатры на пару ярдов, студия братьев Ворнеров взяла Коламбуса за горло и потребовала продолжения уже на вчера. Иисусе Мария Иосиф. И оказалось, что задолго до событий первого фильма Змеелик, будучи еще подростком, начал отправлять людей на тот свет похлеще Ягами Лайта. Только если последнему было банально скучно, у местного будущего Дарта Вейдера для всех своих действий была конкретная причина – получить вечной юности и бессмертия. И ликвидация человека открывает доступ к запретному заклинанию, которое позволяет создать артефакт наичернейшей магии – Крестраж. Такой лут делает из волшебника своего рода шинигами, то есть пока Крестраж жив, уничтожить его владельца полностью невозможно, ибо часть души уже содержится в предмете и может быть использована в любой момент как резервная копия. А будучи обаяшкой, молодой Волан за ананасы выбил сведения от любимого учителя, что Крестраж у колдуна может быть далеко не один. После чего Змеелик начал конвейером производить крестражи, одним из которых стал его личный дневник. Это же просто личный дневник. И после поражения в июне приспешники-партизаны начали шевелиться и решили подбросить темный артефакт в лучшую в мире школу, чтобы истребить всех полукровок. Расист! Расист! А сам второй фильм начинается с того, что избранный рассматривает альбом, подаренный великаном. Да тут Рокфор жалуется, что сова мешает готовиться к встрече важного клиента, который хочет закупить у Дурсля-старшего огромную партию дрелей. И хотя Гарри переехал из чулана в спальню, отношение у родственников не улучшилось даже после хирургического удаления поросячьего хвоста у Дадли. Выслушав выговор, Поттер вернулся в комнату и обнаружил местного Леголаса по имени Добби, который, оказавшись у своего кумира в комнате, решил попрыгать на его кровати. А светилом в глазах эльфов избранный стал, потому что при правлении Волан-де-Морта эльфов считали за мусор. И из благодарности носочник просит Гарри не возвращаться в школу, ибо он там может нарваться на танец с дьяволом. Но избранному такие угрозы до лампочки, и ему лучше снова выйти подраться с самим Волан-де-Мортом, чем оставаться у своих ненормальных родственников. Носочника расклад, при котором его кумир пустят на фарш, совершенно не устраивает, и он решает сорвать сделку Рокфора. Для этого эльф заколдовывает торт и огревает им жену клиента, после чего ни о какой сделке и речи быть не может. Тут, к слову, из-за спешки вырезали важный момент из лора, что ученикам нельзя колдовать вне школы, и за каждым домом, где живет несовершеннолетний колдун, установлен надзор. Стоит тебе чихнуть, министерство тут же узнает, кто вытирает тебе нос. Но в фильме последствий банально ноль, а все ограничивается лишь тем, что дядя ставит на окна решетки, чтобы Гарри не мог сбежать в свою школу. Долго сидеть избранному не приходится, поскольку уже ночью за ним прилетает на волшебной бричке рыжая ОПГ, чтобы забрать его чилить у себя в деревне. Утром мама Уизли вставляет малолетним преступникам по первое число за то, что те угнали тачку, и главе семьи пришлось честно батрачить, а не подвозить втридорого доверчивых туристов на вокзале. Приходит батек, который работает в волшебном парламенте в отделе пресечения незаконного использования изобретений маглов, и задает Гарри вопрос, который в глазах зрителей делает из него лютого имбецила. Скажи мне, как именно они пользуются резиновыми калошами? Но на самом деле это переводчики либо прикололись, либо прохалтурили, как дважды два с малиновыми штанами, ибо в оригинале речь шла о резиновой уточке для ванн, но никак не о калошах. Tell me, what exactly is the function of a rubber duck? Да уж, сложное ремесло-перевод. Мудроглаз тем временем отправляет список подоткатных учебников, которые нужно купить всем школярам, и семья отправляется на местный базар. А добираться они собираются не пешедралом, а при помощи волшебного порошка телепортации. Вот только Тугодум Гарри случайно вместо косой аллеи произносит косалея, за что попадает в какое-то стрёмное гетто в магазин черной магии Горбин и Беркс. Какой же он тупой. В лавку приходит чета Малфоев, которых в настоящий момент шмонают мракоборцы. Силовые отряды.
Элитный спецназ. Местная ФБР шерстит по хатах черные артефакты, ибо сейчас бывшие слуги Волан-де-Морта уже не в чести. И чтобы спрятать кое-какие свои незаконные безделушки, Люциус Малфой временно продает торговцу черный лут, что и палит избранный. Продавец таки обнаруживает школьника, но аура Волан-де-Морта внутри Гарри намекает Горбину, что сейчас он нарвется на танец с дьяволом, что заставляет того отпустить парнишку. Обратный эффект ауры в том, что Гарри, как мухи на варенье, слетаются все темные маги гетто, да только ситуацию разруливает уже Громила. Он приводит школьника к семейке Уизли в местный магазин книг, где красуется новый будущий учитель по защите от темных сил. Ведь предыдущий поломался в бою с Гарри и нужен новый. А вся фишка в том, что когда жертва пластики уже познал радость черной магии, то пришел в школу просить назначить его на эту должность. Но еще не седой Дамблдор сказал тогдашнему директору, что этого кадра допускать к детям точно нельзя. И в отместку Змей проклял эту должность, и теперь никто не может проработать на ней больше 1 года. В магазинчик заваливается семейка любителей чистой крови, а оскорбляют Всезнайку и ее родителей, ибо они маглы, а оскорбляют всю семью Уизли, ибо те хоть и чистокровные, да только бедные и вообще общаются с маглами, за что в книге происходит нешуточный файт на уровне Mortal Kombat. Ну а в фильме Люциус только говорит, что они с Артуром увидятся на работе, хотя он богатый аристократ, который никогда не работал. И по доброте душевной, как Рюк, подбрасывает черную тетрадочку дочке семье Уизли. Семейка застряла в пробке, ибо на платный проезд через центр 10 фунтов в кармашке не нашлось, из-за чего в стиле МакКаллистеров они нехило так опаздывают. Парни проходят портал последними, но его уже заколдовал Добби, даже не подумав, что школьники сейчас будут харкать своими костями. Те с разбегу впечатались в стену, благо они учились выживать у Джека Воробья, и такие удары им теперь все равно, что чихнуть. Придя в себя, Рыжик, будто ему было мало лещей после последнего приключения, решает снова угнать бричку отца. Парни засветились с летающей машиной на вокзале, да еще и чуть не погибли под поездом, став перед ним. Видно, они не смотрели «Крепкого орешка» и не знают, что целоваться с движущимся объектом, который больше тебя... Мысль неудачная. К вечеру дуэт прибывает в школу, но так как денег на хорошее СТО у магловеда снова-таки нет, да и машина уже в возрасте, когда должна быть в музее или частной коллекции шейхов, движок отказывает, и они влетают в дерево, которое делает из коллекционной брички решето. Старенький Форд решает, что завтра у него вообще отберут колеса и избавляется от хулиганов с их имуществом и едет на пробы в сериал «Коломбо», где пожилой детектив относится к стареньким машинам с трепетом и заботой. На входе опоздунов встречает сторож, который говорит, что навряд ли они задержатся тут, и ведет их к своему лучшему другу в подземелье, где агент говорит, что они двое простофиль, которых следует отчислить за их выходки. Они просто болваны. Но Мудроглаз почувствовал, что местный Нео наконец-то прибыл, и говорит Северусу захлопнуть подвал, а решать судьбу будет декан факультета Гриффиндор Катяуси, которая всего лишь заставит их мыть окна, но никак не отчислит. Тут еще и Гарри палит письмецо, в котором есть тонкий намек на то, что Филч Сквиб, то есть рожденный магами, но без магических сил. Это и объясняет его зависть ко всем ученикам-магам. Начинается новый учебный год, и местная учительница биологии заставляет второкурсников пересаживать мандрагоры. Крик их почти смертелен, правда, против саженцев достаточно обычных наушников. Вот только вечно невезучему Невилу попалась какая-то браковка, и он снова падает, на что учительница вообще не обращает никакого внимания. Ну, упал и упал, пересаживайте растения, а то замерзнут. После начинается урок самовлюбленного профессора, который устроился в школу только из-за возможности продавать тонны своих учебников по спекулятивной цене. И первым заданием нарцисса является контрольная работа с вопросами по типу «какой его любимый цвет и сорт мороженого?». Правильно ответить смогла только Гермиона, и после уже начинается реальный урок, в котором профессор без подготовки выпускает маленьких разносчиков ковида прямо на неподготовленных детей. Невилу снова достается, его вешают на люстру, а у трусоватого на деле профессора забирают главный девайс, после чего тот бросает учеников на произвол. Но благо Гермиона летом не страдала ерундой, а прокачивала магические скиллы и, выхватив палочку, парализует мелких ковидников. На обеде к Рыжику прилетает сова с голосом
голосовым уведомлением, в котором выясняется, что Рональду устроит дома самое яркое развлечение за то, что он угнал тачку, вследствие чего его отцу вынесли выговор в магическом парламенте. У меня просто нет слов. Тем временем в команде Слизерина оказывается пополнение в виде ловца Малфоя-младшего, который получил это место за самые крутые метла всей команде, даже круче той, что у самого Гарри. Всезнайка пробует взять чистомера на понт, что он всего лишь мажор, а тот оправдывает свое погоняло и обзывает Гермиону грязнокровкой, за что Рыжик неисправной волшебной палочкой пробует отравить его слизняками, да только заклинание решает направить дебаф в самого Рона. Трио идет к Хагриду, хотя у них есть госпиталь, где по лору главврач предана клятве Гиппократа и даже не задает вопросов. Там-то громила и говорит, что семейка Малфоев редкостное быдло и расисты. Вечером Рыжик моет кубки, а избранный отвечает на письма поклонников Локонса и открывает в себе особый скилл Змееуст, что позволяет слышать странный голос, который хочет полакомиться свежей плотью. Избранный ливает кабинет учителя и натыкается на друзей. В коридоре они еще и находят парализованную кошку-сторожа, а вдобавок и надпись на стене, что в школе открыта интерактивная комната с бесплатным фитнесом, в которой можно за мгновение переместиться на тот свет. Филч думает, что Гарри провел его кошке эвтаназию и решает проверить голову избранного на прочность, но появляется директор и говорит, что время Гарри еще пока не пришло. Дамблдор успокаивает толпу, что это только временный паралич, и кошку напоят отваром из мандрагоры, который дает резист к оцепенению. А бонусом старик просит быть осторожным всех и каждого. Уже утром школьники занимаются самой полезной для 12-летних магией, превращают зверье в стаканы. С такой-то атмосферой неудивительно, если многие начинают пить уже со второго курса. Всезнайка просит рассказать подробнее о тайной комнате, и Котяуси сливает, что один из основателей, тот самый, в честь которого назвали факультет будущих воров и мошенников, Салазар Слизерин, был против того, чтобы в школе учились всякие полукровки. Расист! Расист! Остальные сказали, что это кровеносная дискриминация и создали оппозицию. Не сумев убедить большинство, он покинул школу, но оставил там тайную комнату, в которой спрятал неизвестное чудовище. А откроется комната только тогда, когда в школу вернется наследник Слизерина, и трио решает, что речь идет о главном расисте школы Малфое. Из чего Гермиона решает, что лучшим вариантом будет сварить в заброшенном туалете оборотное зелье, чтобы превратиться в свиту Драка и выведать информацию. Тут же начинается и квиддич, в котором команда Гриффиндора безнадежно сливает, ведь более-менее нормальная метла есть только у Гарри, а остальные гоняют на старых тазах против новеньких 911 Turbo S. Да вот еще из-за Гарри начинает гоняться заколдованный Бладжер, и никто не пытается остановить игру. Ну а что, парень побеждает Волан-де-Морта, так и с этим справится, хотя если он получит травму, не совсем совместимую с жизнью, техники Эда Тенсей у них тут нет. И воскресить избранного шансов 0. В погоне за Снитчем Гарри доказывает Малфою, что... Неважно, что у машины под капотом. Самое главное, это то, кто сидит за рулем. И ловит Снитч, принося команде победу, а местный мажор знакомится с законом Ньютона. Да только бешеный мяч почти лишает Гарри возможности соорудить проклятое дитя. Благо Гермиона спасает избранного, у которого сломана рука, и профессор защиты от темных сил решает, что неплохая такая идея будет удалить кости. Вы просто рехнулись. Местная врачевательница мадам Помфри говорит, чтобы симулянт Драка шел к себе в комнату, а избранному наливает зелье Костерост, которое на вкус... Ну, как моча гоблина. Ночью к Поттеру снова приходит носочник и говорит, что тот должен свалить из школы, а также признается, что это он не впустил парней на поезд и натравил на Гарри бешеный мяч. Вот только если это защита, то какая же будет реакция эльфа, если Поттер вдруг ему разонравится? Добби ливает, когда Мудроглаз и его свита приносят в госпиталь уже парализованного ученика, а избранный подслушивает, что тайная комната действительно снова открыта. В заброшенном туалете трио варит зелье из редких ингредиентов, которые стащили у Снейпа. А заброшен этот туалет только из-за того, что в нем водится противное привидение Плакса Миртл. Тем временем Нарцисс организовывает бойцовский клуб, в котором ученик
Пуффендуй рассказывает Гарри, что он полукровка. На дуэль к Златопусту выходит Северус и валит его с первой же тычки. Приходит время подраться и ученикам. Зачем? А потому что от немыслимого чудовища точно спасет обыкновенное обезоруживающее заклинание. Малфой, как мы помним из первой части, та еще крыса и нападает на Поттера еще до старта, да только быстро расслабляет булки, за что получает ответку по хавальнику. Но такой расклад его не устраивает, и он выполняет технику призыва. Кобра начинает ползать и искать жертв, да тут Гарри требует у нее успокоиться, пока Северус не уберет этот лишний шланг. Вот только, даже не осознавая того, Гарри говорил на парселтанге, змеином языке, и это полный бред, ибо они глухи, а в качестве сенсорной способности используют свой язык. А ты много о них знаешь? Стал экспертом по змеям? Друзья паникуют, что разговоры по душам со змеями — это очень редкий дар, и теперь все будут думать, что Гарри праправнук самого Слизерина, отчего тот ловит депрессию и в одиночестве смотрит на замок. Да уж, отличные друзья, довели парня до депрессии за врожденный дар. А тут масло в огонь подливают еще и пуффендуйцы, что Волан-де-Морт пытался заставить Гарри склеить ласты, ибо не хотел конкуренции с другим темным магом. Ну ладно, другие факультеты, но от всезнайки Рыжика такого не ожидал. В коридоре Гарри слышит очередной раз голос и идет по следу, натыкаясь на новую жертву. И представьте себе, это тот же парень, который сегодня признался Гарри, что он полукровка. Его палят сторож и Котяуси и отправляют на ковер к Мудроглазу. Еще больше масла в огонь подливает шляпа, которая говорит, что ему самое место на Слизерине, и закрепляет повод к депрессии Феникс Дамблдора по имени Фоукс, который решает самовыпилиться сразу же после знакомства с Гарри. В кабинет врывается Громила и говорит, что Поттер не при делах. Да Мудроглаз и сам не верит, что его любимый ученик к этому причастен. Вот только семена подозрения уже посеяны, и он таки задает избранному вопрос, как когда-то Волан-де-Морту, не хочет ли тот что-то рассказать ему, на что Гарри морозится и уходит. Наступает Новый год, и Всезнайка говорит, что нужно позаботиться о главных ингредиентах, частицах ДНК тех, в кого им нужно превратиться. Для этого она дает парням кексы, в которых снотворного достаточно, чтобы усыпить медведя. Дружки Драка оказываются достаточно тупыми, чтобы съесть по висячему кексу, хотя это очевидная ловушка. Парни прячут их в чулане и приходят в любимый толчок. И от вида зелья, которое даже Джона Рэмбо привело бы в ужас, Есть то, от чего стошнит и свинью. они начинают блевать, кроме Гарри, ведь после стрипни тетки его уже ничто не берет. Тем не менее, зелье сработало, и парни, без Гермионы, уже упали на хвост Драка. Ничего толкового они не узнали, только то, что 50 лет назад комнату уже открывали, и одна полукровка распрощалась с жизнью. По возвращению в любимый туалет выясняется, что Всезнайка сняла кошачий волос с мантии подруги Драка, из-за чего ей приходится в госпитале недельку поотрыгивать шерсть. Спустя еще время парни натыкаются на затопленный туалет, и выясняется, что кто-то выбросил в унитаз книжечку, которую и присваивает себе избранный. Он вступает в переписку с неким Томом Редлом, который показывает картину, о которой говорил Малфой, предыдущее открытие комнаты 50 лет назад. Тогда Том подставил Хагрида, который учился на 3-м курсе. Мол, тарантул Громилы повинен в смерти ученицы, хотя на теле точно не был обнаружен укус паука. В шоке избранный делится с друзьями новостями, да только нет времени наматывать сопли на кулак, кто-то ограбил спальню Гарри и забрал тот самый дневник. Котяуси же параллельно отменяет матч по квиддичу, ибо случилось еще одно нападение. В этот раз окаменела Гермиона. Потом заваливается в гостиную и сообщает, что теперь вводится комендантский час, и все студенты ходят на занятия из занятий в сопровождении учителя. Парни под мантией ползут к Хагриду, чтобы тот выложил, как все было, но великан не успевает дать ответ. На огонек приходят Дамблдор и министр магии, экий местный президент, и забирают Громилу в тюрьму для волшебников Азкабан. Да тут еще и подваливает Люциус Малфой и дарит самый мемный мем. Но я позвонил в школу, и мне сказали, что директор здесь. Я позвонил в школу, и мне сказали, что директор здесь. Нет. Но я позвонил в школу, и мне сказали, что директор здесь. Тут есть определенная игра слов, и это тоже косяк перевода. Фразовый глагол to call up означает не только позвонить, но и выяснить. Вот как это было в оригинале.
Это можно перевести как «я подергал за свои ниточки в школе, и мне сообщили, что директор здесь, но никак не позвонил». Люциус надменный аристократ, и он имел в виду, что он выяснил, где директор, показывая этим свою значимость и высокую информированность. Это более сложный момент, чем с калошами, но куда переводчики смотрели. Хоть Володарский более-менее справился с задачей. Нет, я просто наведался в школу, и мне сказали, что директор здесь. В любом случае, совет попечителей принял решение сместить Дамблдора с поста директора, который, к слову, спалил молодняк даже без Шарингана. Хагрид говорит, что кто-то должен будет кормить его собакена, а если кто-то хочет что-то найти, нужно следовать за пауками. И парни на своих двоих снова топают в запретный лес, когда Гарри год назад чуть было не простился со своей бестолковкой. Там они находят подросшего тарантула, который и вываливает, что великана подставили, а чудовище все еще в замке. Да вот только, как и Пушок, пауки хотят слопать друзей Хагрида, но в дело вписывается старенький Форд и спасает парней, а от пары пауков отбивается сам Избранный, который в воспоминаниях Тома подсмотрел заклинание как раз против пауков. Забавно, что он смог правильно его произнести и использовать с первого раза, учитывая его фейл с косолеей. И весь смысл этой поездки был в том, чтобы оправдать Хагрида в глазах парней. И более ничего. Красава Громила, можешь. А опасность, что парней слопают заживо тарантулы, лесничий как-то не учел. Следующим вечером парализованная Гермиона двигает сюжет. Избранный находит скомканный лист из книги, в котором выясняется, что чудовище тайной комнаты — это огромный змей Василиск, которого боятся пауки и для которого смертоносен крик петухов, которых в этом году валили пачками в окрестностях Хогвартса. Да только Минерва передает информацию, что все должны вернуться в свои комнаты, а учителей ждут на втором этаже. Выясняется, что наследник Слизерина забрал ученицу в тайную комнату. Да не кого попало, а сестру Рона. На задание Ио отправляет Хвостунишку. Да только тот, услышав, что ему придется воевать не с пьяным Васьком, а с неизвестным чудовищем, решает написать заявление по-собственному. Избранный и Рыжий требуют у учителя выполнять свой долг, хотя вряд ли это было предусмотрено трудовым договором, и ставят парня под палочки. Уже в туалете привидение дает наводку на то, что видела два огромных глаза возле раковины, и Гарри соображает, что там тайная комната. Поттер шепчет на Змеином, чтобы ему восстановили права админа, и открывается проход. А проверку на безопасность туннеля решают проверить тушкой Хвостунишки, который спускается секунд за 5 и выживает, а уже тогда и парни прыгают за ним. В пещере они видят кожу змея, и Нарцисс делает вид, что падает в обморок. Да только это был обман, и он всего лишь отбирает палочку Рона, намереваясь стереть парням память. Да только палочка бракованная, и профессор лишает памяти сам себя, да еще и обрушивает потолок. Поттер идет дальше и находит тело Джинни, да там еще и появляется тот самый Том Реддл и начинает вываливать всю свою подноготную, что это он подставил Хагрида и что это он лорд Волан-де-Морт, а еще наследник Слизерина. Гарри явно переобщался с Хагридом и за наезд на Дамблдора готов уже сломать Тому пару ребер. В ответ на такое рвение прилетает Фоукс и бросает шляпу. Да только темный лорд рофлит с этого и выпускает своего огромного змея. Вы слышали о докторе Фрейде, мистер Смей? Его мысли об озабоченности некоторых мужчин размерами показались бы вам крайне интересными. Учитывая, что тварь убивает только взглядом, даже без имени и записи в тетрадь, избранному приходится шевелить пропеллером. Но Феникс выкалывает змеюке глаза, от чего змей получает дебаф, фирменный взгляд, что лишает его способности. А от погони Поттер сумел уйти, да только, во-первых, призрак Тома почти обрел полную силу, во-вторых, Василиск таки хочет поужинать, но тут шляпа подкинула Гарри меч Годрика Гриффиндора, у которого способность плюс 500% к урону и 50% у ворота от атаки. Избранный, руководствуясь правилами джедаев, что преимущество у тех, кто выше, полез махаться с Василиском на монумент Слизерина, игнорируя тот факт, что может сломать себе шею. Но ведомая сценарием зверюга сама насаживается на заточку, оставляя в руке Гарри только один клык. Волан-де-Морт расстроился, что потерял любимого питомца, но все еще продолжает разбрасывать желчь. Избранный решает, что раз это воспоминание из дневника, то будет неплохо расковырять сам дневник. Том пропадает, а Гарри получает ачивку.
Даблкил. Фоукс еще и своими слезами не только залечивает рану, но и удаляет яд, а потом выносит всех на поверхность. И получается, что тут был вполне себе реальный внешний выход, хотя в книге все было куда логичнее, и они все вылезли в том же туалете, в котором и были. Но в угоду зрелищности держите, зрители, пещеру возле Хогвартса, которую, судя по всему, даже не пытались искать. На самом деле школу неоднократно осматривали, и никакой комнаты не было обнаружено. Дуэт попадает на ковер к директору, но он говорит, что за восстановление в должности он на них не гонит, и просит Рыжика отправить сову в Азкабан, чтобы им вернули их лесничего. Ибо кто же будет кормить местную зверюгу, как не он? Кстати, понимаю, что надоел своими упоминаниями о книге, но Дамблдор подарил парням еще по 200 очков на нос, чтобы те снова выиграли кубок факультетов. И сделано это как бы за особые заслуги перед школой, хотя по факту парни нарушили дюжину школьных правил, за что их должны были исключить. После Мудроглаз первый и последний раз делает стоящую вещь, развеивает сомнения избранного, что тому место в Слизерине, ведь меч из шляпы может вытащить только настоящий гриффиндорец. Лучший директор школы за всю историю Хогвартса. Малину прерывает Люциус, которому Мудроглаз бросает предъяву, что он угрожал семьям совета, чтобы попечители сместили лучшего директора, а кроме того показывает дневник и говорит, что через него Волан-де-Морт и совершал свои злодеяния. Поттер просит старца отдать ему дневник, чтобы по-хитрожопому освободить эльфа. Гарри тоже предъявляет Малфою-старшему за то, что это он кинул Джинни в ведро этот дневник, но тот отвечает, что доказательств не хватает и отдает Добби книжку, в которой был спрятан носок. Подарить эльфу одежду означает освободить его из рабства навсегда, и хотя фактически у Люциуса не было такой цели, формально ничего не нарушено, и носочник освобождается. Малфой в ярости пробует напасть, но домовик уже не служит семье расистов и отправляет блондина на прием к доктору. Всех оцепенелых напоили зельем мандрагоры и отменили экзамены, чтобы никому не было обидно. Фильм заканчивается возвращением Хагрида домой и аплодисментами в его честь. И получается, что в этом хэппи-энде виноват сам Волан-де-Морт, который в стиле импульсивного Ягами Лайта кричал всем о своих действиях, что и навело главных героев на след. Что сказать, это все еще отличное кино, ничем не хуже, если не лучше первой части. И пусть меня осудят фанаты третьего фильма, это моя любимая часть Поттерианы. В следующих видео критики будет куда больше.